После победы в дебютном поединке в лиге он сражался за титул с Рустамбеком Асылбеком, проиграл нокаутом в первом раунде. После этого на 3 турнирах Open FC одержал 3 победы над Вадимом Поневиным, Белеком Алиевым и Баиром Асалхановым. Таким образом, э, это будет его вторая попытка завоевать чемпионский пояс лиги Open FC. 5 раундов впереди у бойцов, поэтому не думаю, что будет какая-то супер агрессивное начало. Силы все-таки спортсмен будет рассчитывать на огромную дистанцию 25 минут. Хороший сейчас мидл-кик от Каликова. Еще один мидл-кик, но Асканбаев подхватил его ногу Каликова, пытаясь сейчас перевести того в партер. Поднимается Каликов. Асканбаев, еще одна попытка перевода. Пак, аккуратнее! Аккуратнее, Пак! Асканбаев обрабатывает коленями корпус Каликова. Еще одна попытка зацепа. Ей получается, забирает спину он сейчас. Каликов поднимается. Асканбаев также остается в контролирующей позиции. Каликов разворачивается там лицом. Асканбаев просто на физике попытался перевести Каликова, но баланс тут удержал. Удар плечом от Каликова. Ищет любые возможности он для нанесения урона сопернику. Тут на разрыве сейчас Асканбаев хорошо отработал руками, пошел в проход, но Каликов ожидал сам. Сейчас Каликов после удара попытался перейти в ноги. Очень разнообразно работают оба спортсмена, и в ударке, и в борьбе готовы к работе. Не хватаем, Мишу кусаем! Хорошая попытка зацепа изнутри сейчас от Каликова. Асканбаев ее контрит. Очень высококлассный поединок мы наблюдаем. Аккуратнее! На любое действие, противодействие находят оба спортсмена. Асканбаев, еще попытка пройти в ноги. Каликов широко расставляет ноги. Асканбаев за спину. Смотрите, как из одной позиции в другую перетекает борьба. Очень органично работают. Один в атаке, второй в защите. Сейчас хороший локоть от Каликова. Пока что успешно защищается он от попыток перевода Асканбаева у сетки. И получается все-таки у Асканбаева перевести Каликова в партер. Тот показывает, что все нормально. Сейчас я встану. И действительно предпринимает попытку. Пока что на одном колене остается. Каликов продолжает. Точнее, Асканбаев продолжает разбивать коленями его бедра. Нависает на оппоненте. Каликов поднялся. Асканбаев еще одна попытка прохода в одну ногу. Какой амплитудный классный бросок сейчас исполняет Асканбаев. Каликов вновь поднимается. Да, много сил тратит Асканбаев на эти попытки перевода. А Каликов как будто бы визуально легко встает после этих переводов. Асканбаев продолжает свои попытки. На себя сейчас просто уронил Асканбаев. У Каликова хорошая позиция оказывается, но Асканбаев поднимается. Минута осталась до конца. Да, ошибся Асканбаев, но Каликов не смог воспользоваться этой ошибкой. Сразу же вскочили спортсмены. Асканбаев еще одна попытка прохода в ноги. Поджал оппонента к сетке. Получалось у Асканбаева зацепить руки, но Каликов отзащищался. 20 секунд до конца первого раунда.
Халикова. Хорошее колено в область печени, но через руку. Концовка первого раунда. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Сканбаев подхватывает ногу Халикова. Пошла активная работа. Сканбаев поджимает сетки. Пытается раз за разом Асканбаев отвлечь ударом в голову Халикова и потом перейти в ноги. Видите, опять удар левым локтем и сразу подсаживается вниз. Но Халиков все это видит, пока успешно защищается. Сейчас голенью разрывал захват. Показывает Гусейн Халиков, что видит и слышит, точнее, подсказки своих угловых. Асканбаев продолжает поджимать к сетке. Хорошо, сейчас Гусейн Халиков разворачивает своего оппонента, выходит хороший сайд-кик в корпус и повалил своего оппонента этим ударом. Он много сейчас сил потратил Асканбаев на безуспешные попытки перевода. Халиков как будто посвежее выглядит, хороший удар ногой по корпусу. Разнообразно работает ногами Халиков. О, сейчас хороший правый прямой от Асканбаева. Но не стал он продолжать развивать успех в стойке, а прошел в ноги. Пытается опять поджать оппонента к сетке, перевести. Закрывает Асканбаев замок на корпусе. Пока без каких-то... Здорово сейчас опять Халиков вышел из клинча. Хороший лоу-кик сейчас Асканбаева. Хороший удар. Вновь разнообразная техника Халикова. Непонятно, какой удар от него ждать. Поэтому поджимается сетка сейчас Гусейн. Асканбаев. Удар и опять попытка перевода. Защищался Халиков. Обоюдно коленом ударили. Сейчас в корпус друг друга бойцы. И уже Халиков попытался немножко побороться. Асканбаев сконтрил его, оказался у него за спиной. Минута до конца второго раунда. Вытягивает Асканбаев ногу вверх.
Халиков, но Халиков оказывается спортсменом в партере, но Халиков на одном колене, есть возможность у него подняться. Работает над тем, чтобы разорвать замок, но Осканбаев выполняет бросок, заправляет обе ноги. Мало у него времени до конца раунда, чтобы успешно атаковать здесь. Уже около 15 секунд остается. Думаю, что Халиков все-таки отличается в этой позиции. И концовка раунда. Начинается третий раунд. Более собранная стойка у Осканбаева. Халиков много работает передней рукой, она у него чуть-чуть приопущена. Много финтов, ударов ногами в его исполнении. Осканбаев выцеливает удар и в дальнейшем с возможностью перехода в борьбу. Хороший сейчас так называемый тип. Прямой удар ногой в живот от Халикова. Хороший лоу-кик в икру. На протяжении, на дистанции 5-раундового боя этот лоу-кик может очень большой урон нанести. Осканбаев. Очередной перевод в борьбу. Попытка. Осканбаев попытался вытянуть ногу Халикова вверх опять. Не получилось. Хороший баланс сохраняет Гусейн. Пытается вставить руки, создать пространство. Халиков. Переходит Осканбаев в захват на корпусе. Сейчас не хватаем! Нестандартный, неожиданный удар плечом от Осканбаева. Когда соперник его не ожидает, это, конечно, может быть очень неприятным ударом. Но кроме ударом плечом, пока Осканбаев не предпринимает попыток к чему-то другому. И Халиков тоже отдыхает в этом клинче. Устраивает ее, видимо, небольшой перерыв в активных действиях. Продолжает Осканбаев поджимать клетки Халикова. Удар плечом. И вот сейчас подумал было закрыть замок на удушающий Гусейн, но Осканбаев быстро вытащил свою голову из опасного положения. Да, ну такой достаточно, назовем его, тактический получается третий раунд, да, мало каких-то активных действий, удержание в основном от Осканбаева.
на судейских записках это все считается как контроль. Еще одна попытка от Асканбаева. Халиков отзащищался. Сейчас как полетел в ноги опасно Асканбаев. Еще работа ногами от Халикова. Сам пытался побороться, но сегодня первым номером не получается у него этого делать. Асканбаев видно, что более подкован на сегодняшний день в борьбе. А Халиков, я бы сказал, что по мастеровитию в ударной технике. Итак, начинается 4-й раунд. Хороший сейчас апперкот от Халикова был с передней руки. Такой короткий. Асканбаев вновь несколько ударов лишь для того, чтобы замаскировать свою попытку перехода. Но Халиков явно ожидал этого. Сам сейчас попытался опять перехватить инициативу в борьбе. Безуспешно. И опять повторяется сценарий 3-го раунда предыдущего, где Асканбаев прижимал Халикова к сетке. И, в общем, на этом в основном-то и все. Попытка перевода неуспешная. Бойцы сразу поднимаются. Халиков прихватил шею на гильотину. Нет, Асканбаев выбрался опять. Прижимает к сетке. Попытка перевода очередная. Там много работы на коротке проходит в клинче. Обмениваются спортсмены ударами коленями по корпусу, руками по голове. Много борьбы за захват. Нельзя здесь расслабляться в этом положении, потому что очень быстро можно либо нанести тяжелый удар. О, вот как, например, вот этот удар коленом. Либо борьбу. Халиков здорово сконтрил. Хорошие тяжелые удары наносит сейчас. Взорвался Халиков. Хорошие удары нанес. На таком эмоциональном подъеме он... И тут слева Асканбаев попал. Видно, что правый глаз немножко получил урон у Халикова. Еще левый боковой на скачке от Асканбаева. Ну вот, побольше бы таких вот взрывных ударных действий, потому что вот это, безусловно, важно и нужно. Но такая вязкая борьба у клетки, она, конечно, не прибавляет зрелищности этому бою. И слышим мы подсказку, не подсказку, а команду от рефери поединка Максима Протасова о том, что активно работают бойцы. Сейчас хорошее колено по корпусу от Халикова. Чуть более 2 минут до конца 4-го раунда. Асканбаев сейчас хорошо так, правой рукой, казалось, забрал захват. Вновь одну ногу он пытался вырвать у оппонента. Халиков неплохие локти. Рефери совсем близко все видит. Значит, не делать никаких замечаний. Значит, они были легальными. Сейчас разнообразно по разным этажам работает и локтем, и коленом. Ну, Асканбаев пока каких-то успешных попыток не предпринимает. Ни в ударной технике, ни в борцовской. Халиков очередное хорошее правое колено в корпус наносит. Асканбаев пытается забрать контроль над передней ногой Халикова. Но Халиков грамотно разрывает захват раз за разом и вот насовывает вот эти вот локти на коротке. Очень хороший, опасный. Если за ухо такой удар хороший придется, то можно и сознание потерять пропустившему. Асканбаев все-таки добрался до дальней стопы Халикова, стянул
того в партер. Нужен ему контроль. Халиков, хорошие локти. Вот о них я говорил. Асканбаев прячет голову. Оказывается, за спиной у Халикова. Ну, 40 секунд до конца раунда. Нужно ему, конечно, забирать тейкдаун, забирать контроль в партере. Не просто стягивать. Секунд до конца раунда. И уже итак, пятый заключительный раунд. Сейчас такой левый боковой чуть было не прилетел Асканбаеву. Халиков заряжался на этот удар. Но вот побольше бы работы в стойке. Потому что здесь, конечно, есть шанс на какое-то красивое завершение поединка. Упал Халиков, сразу же поднялся. Не успел Асканбаев воспользоваться этим. Асканбаев поджимает, занимает середину. Уверен я, что будет он опять пытаться пройти в борьбу. Халиков. Такой амплитудный лево-боковой пытался нанести Халиков. Мимо. Хорошо сейчас двигается на ногах Халиков. Да, это уже 22-я минута боя идет. Так легок на ногах он. Да, Асканбаев пытается резать углы, пытается зажать оппонента. Сейчас хороший мидл от Халикова. И он теперь в середине клетки оказался. Надо ему теперь поджать оппонента. Хорошо, хорошо. Из стороны в сторону меняет направление движения Гусейн. Обмен лоу-киками. Пытается Асканбаев запереть Халикова у сетки. Не получается ему пока подобрать момент. Хороший правопрямой. Халиков потерял равновесие. Двойку успел закинуть Асканбаев. Такой размен. Особо нет попаданий. Половина раунда. Попытка удара с разворота ногой в корпус от Халикова. Не попал. Хайкик от Халикова. Но такое ощущение, что кончиком пальца попал, поэтому не было ущерба. Сейчас левый боковой хороший. Да, вот в этом раунде хорошо получается у Халикова за счет движения на ногах. Через вот эти вот нырки закидывать левый боковой. Опасно получается у него. Еще одна попытка, но Асканбаев разорвал дистанцию. Да, мало ударов наносит Асканбаев. Халиков ее сейчас в этом раунде просто перерабатывает. То есть на один удар Асканбаева приходится 3-4, а то и 5 ударов Халикова. Еще хороший левый боковой от Халикова. Чуть более минуты до конца. Хороший левый боковой сейчас был от Асканбаева. И, как мы видели и ранее, сразу после точного попадания переходит он в ноги оппонента. Здорово сейчас накатил.
Но Халиков сразу поднялся на ноги. За спиной Асканбаев. Пытается сейчас заправить ноги. Есть контроль корпуса, но вот одна нога есть. Вторая нога есть. 30 секунд до конца поединка. Не совсем удобно Асканбаеву у сетки. Сейчас будет попытаться провести прием удушающий сзади. Но как минимум контроль в концовке забирает он. Халиков на одном колене. Будет пытаться подняться. Накидывает удар на коротке. Взрываются спортсмены. Немного оступился Халиков. Концовка. Итак, уважаемые дамы и господа, это был настоящий чемпионский поединок. Аплодисменты обоим бойцам. Итак, по завершении 5 раундов титульного боя обратимся к судейским запискам. Первый судья 48-47, второй судья 49-46 и третий судья 49-46. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и стал временным чемпионом Open FC в легчайшем весе Мытыпе Игорь Асканбаев. И победа Аплодисменты его сопернику Гусейну Халикову. достается Мыктыбеку Асканбаеву. Становится он временным чемпионом